На минувшей неделе в общественной приемной главы Республики Коми прошла прямая линия, приуроченная к неделе сокращения потребления алкоголя и связанной с этим смертности населения, а также Всероссийскому дню трезвости, который в нашей стране отмечают 11 сентября. Участниками прямой линии стали заместитель руководителя администрации Елена Моторина и заведующий психиатрическим отделением Интинской ЦГБ Сергей Павленко. То, что касается статистики, она не радостная, так скажем, потому что что-то я смотрю за последние годы, особенно вот за 6-7 месяцев, когда мы делаем отчет, текущий отчет, так скажем, да, у нас, к сожалению, нет выборки такой абсолютно смерти, которые наступают от отравления алкоголем. Но те заболевания, которые в принципе напрямую зависят или как следствие являются злоупотреблений, они, как правило, в пределах 25 ежегодно. И, к сожалению, меньше не становится. Несмотря на то, что население у нас так уменьшается. Большую часть, больше всего, конечно, беспокоит и как-то так огорчает, что большая часть из этого мужчины и возраст такой самый, так сказать, востребованный, так скажем, это где-то 25-45 до 50 лет. Чуть постарше, кривая смертности, она претерпевает уже изменения, то есть не так выражена. Но этот самый такой деятельный возраст, он, к сожалению, спиртным, если так можно выразиться, даже не знаю, как слово подобрать, но, скорее всего, выбивается. Люди, которые поступают, все равно есть какая-то особенность, люди поступают с более тяжелыми формами опьянения. Как правило, это, видимо, связано с тем, что на первых этапах этого пьянства, то есть как запой называется в народе, они не считают нужным обращаться за помощью, думают или надеются, что они там каким-то образом справятся сами с этой проблемой. Потом, когда уже ситуация затрагивает какой-то там психический компонент их здоровья, начинают они ночи не спать, какие-то видения их беспокоить, тогда они обращаются за скорой помощью, и тогда уже нам приходится заниматься. Алкоголизм – самая большая проблема современности. Это тяжелое хроническое заболевание, формирующееся на базе физической и психической зависимости. Человек, страдающий алкозависимостью, разрушает всю свою жизнь, лишается друзей, работы, семьи. Методы лечения, они, конечно же, остались те же. Беда вся или сложность в другом, что некоторые препараты, которые предлагаются для более эффективного такого лечения, они сейчас становятся очень дорогими и недоступными, к сожалению, основной массе или большому количеству людей, хотя они очень эффективны. Беда еще в другом, что в принципе какой-то контроль за проведением такого лечения все равно должен исходить от близких, от родственников, потому что если нет какой-то поддержки социальной в быту, со стороны родственника и прочее, надеяться на какой-то благополучный исход вряд ли приходится, потому что сам человек, тут не секрет ни для кого, с этой проблемой справиться не может. Употребление алкоголя является причиной более чем 200 заболеваний, травм, а также других нарушений здоровья. Употребление алкоголя связано с риском развития таких проблем со здоровьем, как психические и поведенческие расстройства, включая алкогольную зависимость и тяжелые неинфекционные заболевания, такие как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистые болезни. Специалист общественной приемной в рамках разговора задавала вопросы, поступившие накануне прямой линии. Интинские родители обеспокоены тем, что подростки в последнее время активно увлекаются употреблением энергетических напитков. Вредны ли они на самом деле? Эти энергетические все напитки, они в основном сделаны на мощных стимуляторах, то есть это, как правило, кофеин, который, в принципе, он реально дает эффект энергетического присутствия. То есть человек действительно становится живее, становится веселее. Как, кстати, любой психоактивный препарат. Также действует и алкоголь, также действуют и наркотики, также действует и энергетика.
И все, и только потом, когда уже это все действие заканчивается, потом начинается уже эффект после действия. Тогда уже будет всякая негативная симптоматика, которая будет выражаться вот в какой-то излишней сонливости, вялости, там, унынии, как вы сказали, да, еще прочее. Вот. Так что, да, это вредно. Это вредно только в том плане, что человек становится зависимый, и он потом, в принципе, не сможет обходиться без определенного, вот, так сказать, дополнительного потребления, то есть допинга, да, какого-то, вот, для того, чтобы нормально жизнедействовать. В завершении прямой линии медик посоветовал, если у вашего близкого человека появилась проблема с алкоголем, необходимо обращаться за помощью к специалистам, а не ждать, что она пройдет сама собой, либо усугубится.